Здравствуйте, друзья! С вами Бауыржан Кудайбергенов, лидер компании Global Trend. Я сегодня нахожусь в гостях знаменитого человека Нурумов Нурлан Маратовича. Конечно, волнуюсь, потому что с таким человеком не каждый день приходится встречаться. Это у нас гордость нашей страны. Первый вопрос. Вы можете рассказать нам историю нанобальзамов? Да, конечно. История развития нашей нанобальзамов, история развития вот этого движения для того, чтобы омолаживание, оздоровление организма. Основная цель была. Началось это после того, как Митчелл, американец, профессор медицины, открыл для народов коэнзим или убихинон. Что это такое? Это поливитаминизированный фермент, который участвует в обменных процессах организма. По большому счету, наша жизнь – большая окислительная реакция. И конечный продукт любой окислительной реакции – это углекислый газ СО2 и H2O, вода. К сожалению, человечество, вот этот убихинон или коэнзим, он у человека прекращает свою производимость силовых органов, легкие, печень, сердце. После 35 лет уменьшается выработка вот этого коэнзима или убихинона. И независимо от национальности, независимо от питания, независимо от пола и места пребывания, у человека перестает вырабатываться вот этот фермент поливитаминизированный, коэнзим, убихинон. Впоследствии американцы его еще назвали Q10. И после того, как он перестает вырабатываться, у нас идет зашлаковка нашего организма. Уже конечная продукция не СО2, H2O, а сложные молочные кислоты, мы их называем метаболиты, по-русски шлаки. И ученые подсчитали, что у человека 100 тысяч километров, если в одну линию вытянуть все сосуды. Это 3,5 раза по экватору вокруг земного шара. Если бы даже у меня сердце было с этот дом, такой насос бы не прокачал бы всю нашу кровь. Встал вопрос, как наша кровь движется. Кровь, оказывается, движется за счет того, что под наши капилляры в миниатюре это маленькие сердца. 4 камеры, клапанная система, и все связано иннервацией с нашим сердцем. И стоит нашему сердцу сдавиться, 1000 капилляров сдавливаются и кровь движется. Представляете? И сердце это не насос, а скорее всего регулятор ритма. То есть он задает ритм сердца, и наша кровь движется. Так вот, представьте себе, после 35 лет вот эти капилляры начинают забиваться, просвет их. И наш организм не получает уже того количества кровоснабжения органов. И мы постепенно стареем. Самый большой наш орган, 2 квадратных метра, это наша кожа. И вот как капилляры все меньше и меньше работают, она забивает. И вот стал вопрос, кто создаст первый Q10, то есть вот этот коэнзим или убихинон, кофактор. Пошла большая гонка между Америкой и тогда еще Советским Союзом после 1978 года, когда Митчелл изобрел открыл коэнзим. Нобелевскую премию взял, да? Да, он получил Нобелевскую премию. И вот пошла гонка, кто первый создаст этот коэнзим. У нас несколько научно-исследовательских институтов работало в Советском Союзе, конечно, под руководством Комитета государственной безопасности, потому что это было
безопасность и продление жизни народа. То есть Да. важные. Американцы в 1988 году все-таки вперед нас создали искусственный коэнзим. Синтетический, да? Синтетические, ну, с биодобавками у них получилась своя технология, которая в секрете держится. И назвали они его кофермент Q10. Мгм. 10 цепочек, потому что было ферментативных. И вот они назвали его Q10. Запатентовали. За открытие уже Q10 двое авторов, Смит и Адамс, кажется, получили Нобелевские премии уже в 1988 году. Наши ученые пошли по другому пути. Особенно южная группа, которая здесь работала в Киргизии, Узбекистане, Казахстане. Они подумали, вот мы, наш народ, кочевники, не кушая ни овощей, ни фруктов, ни злаковых, по большому счету не было еще и молочки. Только Ну, то мясом есть, питались. Да? только кушали конину и баранину, были самые здоровые, самый лучший обмен веществ, самые сильные энергетические способности. Ну, вы знаете, ген Чингисхана, Да, вот да, этот да. генофонд сильнейший. Это все привело к тому, что стали изучать, почему кочевники, не кушая вот этих продуктов в многообразии, были и продолжительность жизни была активная, и активный образ жизни они вели. Оказалось, что мясо на самом деле очень отличается. Конина и баранина перевариваются в организме 20 часов, допустим, переваривается баранина, Мгм. а конина за 2 часа полностью переваривается. В сравнении, допустим, говядина или свинина, или птица, она в организме человека переваривается 27-28 часов. Ну, конина хоть и быстро переваривается, но там есть особенности. Оказывается, лошадь больше чувствует смерть и вырабатывает большое количество адреналина. То есть она переживает. И это влияет на химические процессы в организме. Поэтому там есть некоторые, ну, по переработке этого мяса трудности. Но этого мало оказалось. Стали думать, что не, конечно, дело в мясе, а в питании. Питании этих животных. На самом деле лошадь и баран уникальные животные, едят одни и те же травы, знают, какую траву, после какой, если отравиться, принять антидот, Да. пьют чистую воду. И ученые стали наблюдать, в каком порядке вот эти проводились кочевки наших предков. Оказывается, это великая вещь, вот эти кочевки. Не просто они пошли пастись, или куда они пошли, за ним, как говорится, стойбище пошло. А знали, какая трава, в каком порядке, в каком цветении, и можно получать нормальное питание для Можно животных. чуть-чуть перебью, я извиняюсь, конечно. Но у нас тоже предки были чабанами, да? Если вот были, вот, допустим, которые держат же баранов в доме, если они как-то вот болели, их выпускали. И они через несколько дней, Они знали, какую траву покушать. восстанавливались. Да, они знали, какую траву поесть, какую это вот. Поэтому вот это все подглядев, это большой труд советских ученых было, Да. подглядели, в каком порядке стали соединять эти травы. Потом северные группы, допустим, наблюдали за эскимосами. Эскимос кушает, допустим, моржа, морж кушает рыбу, рыба кушает водоросли. Мы взяли ингредиенты этих водорослей. Чукча, допустим, кушает оленя, олень кушает ягель. Взяли этот мох, который кушает олень. И так мы набрали почти 189 компонентов. И, ну, тут в 1991 году Союз развалился, американцы получили Нобелевскую премию, финансирование этих научно-исследовательских институтов прекратилось, и группа энтузиастов, которые остались, нам посчастливилось этих энтузиастов привлечь к работе,
мы продолжили эту работу. Да. И получилось так, что поменяв какие-то и применив свои ноу-хау, нанотехнологии, мы получили вот этот коэнзим. Он по-разному у нас назывался. Тюркский коэнзим мы его называли, там сакский коэнзим, нурэнзим, Павлов спринг, вот сейчас мы его называем, потому что это Спаскай мы его еще называем, потому что мы пытались проводить исследования, они шли под разными названиями. То есть кто заказывал исследования, мы провели доклинические и клинические испытания. Что такое доклинические испытания? Это испытания на животных, проводятся 6 месяцев. И клинические, это на людях, которые несколько научно-исследовательских институтов провели эти исследования. И мы получили, по результатам этих исследований, получили, что наш коэнзим, я его буду вот называть сейчас, вот вы, так как распространяете его, Павлов спринг, в состав которого входит 189 компонентов, он получился намного интереснее в плане того, что на первое место, мы знаем, Америка вышла, и они получали вот этот Q10 синтетический, с помощью химии, и продажа этого Q10 у них была почти 54 тысячи долларов за килограмм. Добавляется во все БАДы, во все лекарственные формулы, во все крема, так как, ну, понятно, коэнзим это. На второе место вышла Япония. Они добавили, они получают этот коэнзим из биомассы, то есть у них более биологический. Они получают его из морского окуня и морского ежа с добавлением коралла морского. Стоимость его тоже очень высокая, 52 тысячи долларов за килограмм. Нам удалось создать, в отличие от американского и японского коэнзима, водорастворимый Вообще шикарно. коэнзим, потому что и японский, и американский коэнзим, он растворяется омега-3 и омега-6, ну то есть в жирных кислотах, и которые невозможно применять ежедневно. Попытались создать напиток, чтобы принимать его ежедневно, немцы. Они на базе грейпфрукта с добавками Q10 и QH именно японского, они получили сейчас напиток, который стоимость этой бутылочки 0,33 составляет почти 19 евро. Ого, какой дорогой, да? Дорогой получилось и все. У нас получился намного дешевле. Во-первых, водорастворимый. И когда мы, получив наш коэнзим, добавили его в нашу алматинскую воду, мы получили вот этот напиток знаменитый сейчас Спаскай, Да. который непосредственно прошел тоже доклинические и клинические испытания. И сейчас идет на экспорт вот, в Москву, в Азербайджан. Единственная вода, которая сейчас вошла в торговый реестр Китая, Да, да. который мы сейчас его продаем в Китай. 5 причин, почему эта вода стала одной из лучших в мире. Первая причина. Мы на 80% состоим из воды. И любую жидкость, которую мы применяем, мы должны довести до состава плазмы межтканевой жидкости. pH нашей крови составляет 7,35, 7,45. Если я пью, допустим, дистиллированную воду, pH которой 0,
ну, прибреженная вот, дождевая вода или дистиллированная вода, то есть она никакая, не имеет никакого кислотно-щелочного состава, то организм затрачивает весь свой потенциал, всю свою энергию на переработку этой воды. Эксперимент, проведенный на крысах, показал, что крыса выживет, но потомство дать уже не сможет, если ее поить дождевой водой. То есть у нее весь это уйдет. У нас уникальная в Алма-Ате линза, нигде в мире такого нету. PH нашей линза — это подземное море наше, откуда мы берем воду. pH нашей воды в кране в Алма-Ате 7,35. То есть организм нисколько не затрачивает энергии на переработку воды. Второе качество — это так называемая энергоемкость. Это пищевая ценность. Это сколько мы энергии можем получить непосредственно с воды. Ну, самая энергоемкая жидкость — это наша кровь. И любую жидкость, которую мы пьем, мы должны энергоемкость довести до состава нашей крови. Энергоемкость крови у человека 280 килоджоулей на 100 миллилитров. Выше только водка, кажется, 480 килоджоулей. Для сравнения, вода в кране 20-25 килоджоулей. Молодежь, которая пьет энергетики, Red Bull, еще это вы можете посмотреть по справочникам, 198 килоджоулей. Но там очень большое количество химии. Наша вода за счет того, что там 189 трав, 240 килоджоулей на 100 миллилитров. Она даже не замерзает при температуре минус 7 градусов. Представляете, это энергетичный напиток, который он дает энергию для человека. Третье качество, очень важное для воды, это количество солей. Вот вода в Карловых Варах 7 граммов соли на литр воды. Эту воду можно пить всего 3 недели. Иначе вот эти 7 граммов у вас будут в почках, если ежедневно пить. Кавказские минеральные воды, у них содержание солей от 1 до 50 граммов. А мы пьем их каждый день. Там боржоми, нарзаны, все, ну, по вкусу, которые приятные, вроде бы кажется, солененькие они. И приятные часто на вкус. нельзя, да, применять? Нельзя, их только можно 3-4 недели. Воды, которые у нас от 0,5 до 1 грамма. У нас своя технология приготовления воды, структурирования воды. У нас 0,12. В физике это называется сверхтекучая вода. То есть ее пить можно. Четвертое качество. У нас вода прошла доклинические клинические испытания и показала, что выпивая, каждый человек, выпивая норму 30 грамм на килограмм веса, ну, допустим, вы весите 70 килограмм, умножаете на 30, получается 2 литра 100 грамм вы должны выпивать этой воды. Так вот, выпивая это количество, вы снижаете холестерин за 5 недель на единицу. Это исследования, которые провели научно-исследовательские институты, несколько научных, и дали такое заключение, что полезно при ишемической болезни сердца, уменьшает заболевания других заболеваний почти на 20-30%. Это официальные данные. Ну и пятое, самое последнее, и весь мир это стал признавать, вода должна быть с газом. Почему? Потому что вода без газа, бутилированная вода без газа, Всемирная организация здравоохранения признана самым большим ядом. Почему? Она имеет свойство портиться, да? Да, потому что вода, чтобы не прокисла в пластиковой бутылке, ее бутылку обрабатывают озоном. И она нарушает барьер между пластиком и водой. И вся химия, которая есть непосредственно в пластике, попадает в эту воду. А человек, когда пьет эту воду, идут сильнейшие окислительные реакции. Чем больше химии, чем больше окислительных реакций, тем больше микроэлементов у нас уходит из организма. А эти микроэлементы, оказывается, уходят
не сколько из костей, сколько из сосудов. И сосуды становятся хрупкими, нерезистентными. То есть они не реагируют на наше настроение, повышенные там эмоциональные, физические возможности и лопаются. Отсюда большое количество инсультов, инфарктов. А вода, которая обрабатывается с углекислым газом идет, она не обрабатывается, бутылка озоном. Вот ее. Второе. У нас в желудке есть так называемый газовый пузырь. И когда пузырьки лопаются, давят на этот газовый пузырь, и вода у нас транзитом не успевает обработаться в желудке соляной кислотой. Попадает сразу в кишечник и сразу в кровь человека. Вот это. И сейчас Лео Бакерия, ролики эти ходят постоянно, показали, что вода с газом намного полезней. Почему? Потому что углекислота, которая СО2 в кишечнике расщепляется на кислород, она убивает анаэробную инфекцию. То есть вот несколько причин, почему вода с газом полезней. То, что вода без газа, это миф. Да. Помимо этого, мы провели исследование именно нашего бальзама, вот этого чистого, соединив его с разными ингредиентами, мы получили уникальные свойства. Допустим, когда мы добавили в молоко, свежее молоко, парное, это проведенные специальные эксперименты были, молоко не прокисало неделю. Ого. То есть мы придумали свой пищевой как бы консервант. Не химический, а именно биологический. Вот. Мы добавляли его в лечебную грязь, бактерицидность этой грязи увеличилась в 650 раз. Вот мы с озера Тусколь есть на Нарынколе, мы эту грязь даже лечили. Даже вот у нас в Казахстане есть же знаменитая, вот где грязь, вот Жанакурган. Да. Вот с бальзамами надо. Можно с бальзамами, вот мы делали даже. Советую, рекомендую. Смешивать. Почему? Потому что у нас очень хороший кожный эффект идет. И исследования, которые провели несколько научных исследовательских институтов, это всемирно известная Кёльнская пивоваренная компания провела в Германии. Они провели исследования и показали, что наш коэнзим, находясь даже в холодильнике, увеличивает количество своих ингредиентов, флавоноиды, кварцетины, там всевозможные витамины и так далее, в 2-3 раза. То есть, находясь, то есть процессы фотосинтеза постоянно идут. И, естественно, как сетевика, как лидера, у меня есть такой вот, созревает такой здоровый вопрос, насколько мы можем, Нурлан Маратович, насколько мы можем обеспечить весь мир. Вот мы сейчас заходим в Китай, Российскую Федерацию, да, и уже мы заходим, в разные страны мы отправляем, все влюбляются в наши бальзамы. Почему? Потому что на самом деле это шикарный продукт, когда-либо я встречал, да, и результаты мы уже увидели с нашей командой. И еще при каких температурах он замерзает или при каких температурах он портится. Почему? Потому что на самом деле продукт живой, натуральный. Хотел лично узнать от вас эту информацию, потому что наши российские коллеги, зарубежные коллеги задают именно этот вопрос. Ну, как говорится, производительность нашего предприятия, которое мы производим, этот бальзам, так как мы получаем его из трав, ингредиенты этих трав, в принципе, в мире большие запасы. То есть мы получаем эти травы с 5 континентов. Где-то проводим экспертизу этих трав, чтобы они были не ген-модифицированные, не токсичные, в экологических собирались в чистых районах, без радиации и так далее.
Поэтому этих трав большое количество. На большой спрос мы будем увеличивать там, количество людей, которые будут задействованы в этом приготовлении этого бальзама. Уникальность его заключается в том, что этот препарат очень концентрированный. То есть, я могу вам сказать, вот для производства воды мы используем 1 литр на 100 тысяч литровых бутылок этой воды. Представляете? То есть, Да, получается, серьезно. 1 капля идет у нас на литр жидкости. Это уникальная возможность. Поэтому мы, допустим, нам нет логистически эту воду перевозить в другие регионы. Нам достаточно привезти, вот как мы это делаем в Москве. pH нашей воды в Москве, природный pH, 5,6, 6,2. Мгм. Мы туда привозим наш концентрат, и pH московской воды стало 7,4. Они разливают наш концентрат в концентрации 1 литр на 100 тысяч литров. Да, насчет воды понятно. А насчет бальзамов? Бальзамы тоже имеют свою особенность. Во-первых, это вытяжка, которая именно из трав, Мгм. которая, в принципе, не боится холодовых температур. 50-60 градусов в Якутию мы можем отправлять. Да, смело. Единственное, она не переносит высокие температуры больше 50-60, то есть прямые лучи. Поэтому наши бутылочки всегда защищенного цвета, то есть темные, Да, даже да, да. вода, чтобы не повредить, потому что ультрафиолеты, прямые солнечные лучи и высокая температура могут вызвать изменения химические. То есть, вот. Это я вам ответил на вопрос, что сосуды, то есть наши бальзамы не боятся холодовых температур, а высокие, конечно, имеют. То есть вы хотите сказать, с Дубаем чуть-чуть осторожно работать, да? В Дубае, да, потому что, мы уже говорю, у нас Потому есть... что у нас в Дубае есть офис, из-за этого я вот... Хорошо, значит, надо все-таки хранить в более прохладном месте. Всё, Это, понятно. потому что это биологический такой, не химия. Да. И может, так как эти травы не переносят, вот особенно коэнзим, он не переносит высоких температур. То есть, поэтому мы, вот, допустим, выпечку хлеба не в сам хлеб, а вот, допустим, в масло добавляем или в какие-то продукты. Вот сейчас есть исследования проводим. Что касается количества и производимости этих, мы любой заказ можем выполнить. То есть, и на многие годы, да, трав у нас хватает, и можем все население республики или дополнительно мы можем это обеспечить. Это не проблема. И уникальность еще я хотел бы сказать того, что мы на месте не стоим и разрабатываем всевозможные формы. То есть сейчас у нас идет разработка помимо жидкого концентрата, еще остается 80% сухого остатка. Сухой остаток более концентрированный получается, более выгодно его использовать, и мы сейчас будем еще выпускать в виде таблеток, таблетированного препарата. Тогда возможности уже никакие не будут влиять, ни холод, ни жара. То есть это получается новый продукт. Да, мы сейчас разрабатываем новый продукт, но мы работаем на месте, не стоим. Вы просто сказали, Супер. что если такие то есть мы всегда придумаем какие-то формы для, допустим, крайнего севера или там очень жаркого климата. То есть мы над этим работаем. Супер, вообще классно. И будет это количество, эти таблетки запиваться большим количеством жидкости. Вот тоже эффект получится. Да, впечатляюще. Вот, и мы на это надеемся и думаем, что... Поэтому мы не боимся, что мы не справимся с заказами. Ага. А
Многие наши партнеры, ну, так как мы раньше работали со спреями, а у вас в перспективе нет такой вот, ну, идеи или, не знаю, изменений? в Не, виде у нас спрея, есть, как бы? если какая форма будет интересна, мы на любую форму можем идти. Сейчас на месте фармакология не стоит. Мгм. Есть даже предложения от многих ведущих компаний, которые хотели сделать из нашего препарата как внутривенный или внутримышечный в виде инъекций препаратов сделать, то есть Нет, просто сублимального эффективность больше было, да? Вот. Ну да, мы вот просто применяем как вот в виде спрея, она очень удобная и удобно в применении показала. Ну, на месте не стоит все, поэтому мы двигаемся со временем. Допустим, таблетированные в капсулах препараты, мы можем их в капсулу, в оболочку Мгм. специально желатиновую обладать. Для детей делаем в виде сиропов, потому что дети принимают особенно. У нас, соединяя с разными ингредиентами, мы получаем разные результаты. Ну, проводятся большие исследования, но исследования проводятся не на базе там, нашей частной лаборатории, Мгм. а проводятся, это называется доклинические и клинические исследования. Это проводят крупнейшие институты, Мгм. такие как мы сейчас сотрудничаем с Новосибирской академией наук, Мгм. вот, Академгородок. Вот. Там несколько клиник, которые мы сейчас заключаем договоры, пишем научные статьи, участвуем в всевозможных научно-исследовательских симпозиумах, которые подтверждают и уже дают рекомендации, как и сколько получать этого препарата.